Большое интервью Абснепрессу дал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба. Говоря о целях, стоящих перед министерством, Тужба отметил, что традиционно первый визит министра Олега Барцыца после назначения состоялся в Российскую Федерацию в июне, где прошла встреча с его российским коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Состоялась сверка часов по актуальным вопросам абхазо-российской межгосударственной повестки, отметил Тужба. Российская Федерация – это наш стратегический союзник и партнер, и во взаимодействии с МИД России мы также руководствуемся меморандумом между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации о механизме реализации скоординированной внешней политики от 11 марта 2015 года. Мы высоко ценим то содействие, которое наши российские коллеги оказывают нам, в том числе и при осуществлении состоявшихся визитов в Никарагуа и Сирию, отметил замминистра. В интервью Ираклий Тужба подробно рассказал о тех визитах, которые состоялись у делегации министерства этим летом, в частности, в Никарагуа и в Сирийско-Арабскую Республику. И особо подчеркнул личную роль президента Республики Абхазия Бадры Гумба, который оказал большую помощь в обеспечении и реализации всех вышеперечисленных визитов в дружественные нашей республике страны. Бадра Зурабович всегда с большим вниманием относится к вопросам внешнеполитического характера, поддерживает все наши инициативы и оказывает максимальную помощь в их реализации. Хочу также отметить важную роль правительства Республики Абхазия и лично премьер-министра Владимира Валерьевича Делба, отметил Тужба. Также заместитель главы внешнеполитического ведомства напомнил, что по итогам недавнего визита в Сирию президент принял делегацию во главе с министром иностранных дел Олегом Барцыц. В ходе состоявшейся встречи Бадра Зурабович дал ряд поручений внешнеполитической направленности. В частности, президентом была отмечена необходимость активизации взаимодействия и укрепления связи с другими странами Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Хочу отметить, что коллектив Центрального аппарата МИД и сотрудники загранучреждений будут прилагать все усилия для выполнения поручений главы государства, заключил Тужба. К другим темам. Подписанное в США мирное соглашение Еревана и Баку было достигнуто на основе ранее заключенных тройственных соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении в 2020-2022 годах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя 7 пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. Мы видим, что договоренность о заключении мирного договора выросла из соглашений, достигнутых в 2020-2022 годах между президентами России, Армении и Азербайджана. Ее заключить решили на территории Соединенных Штатов, отметил Лавров. Глава МИД России подчеркнул, что заключение договоренности между Баку и Ереваном в США является суверенным правом обеих стран. Лавров отметил, что при этом надо смотреть, цитата, «как она работает». Ранее Москва поприветствовала завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного соглашения. МИД России отметил, что это важный шаг в направлении полноценной нормализации армяно-азербайджанских отношений, что было предусмотрено тройственными соглашениями Российской Федерации, Азербайджаном и Арменией ранее.